Я подозреваю, с трио Зуля-ля было что-то подобное. Да. И мы работали целый год без имени, когда уже образовались. И нас по именам. Зульфия Валиева, Ляйсан Закирова, Ляйсан Махмутова. Это очень длинно, очень долго. Вас надо назвать Эшпишмак. Эшпишмак — это же три, как бы треугольник, три угла. Вроде бы настроя. Эшпишмак опять-таки вроде по-татарски. У нас национальная же группа, татарская. Ну вот что-то как-то нам не нравилось. Ну, конечно. Не нравилось. Ты потом где уже, поешь? значит... В Эшпишмаке. Да, в Эшпишмаке, да. Как-то что-то не очень, да. Мы думаем, надо, чтобы звучало музыкально, чтобы это было нежно, как-то по-девичьи все. И вот как-то вот у нас так все это пришло. Ля-ля-зу. Ля-зу-ля. Не звучит. Зуля-ля звучит. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Секреты татарской кухни». И сегодня одним из секретных рецептов поделится с нами заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса театра имени Карима Тинчурина, участница трио «Зуля-ля» Зульфия Валиева. Здравствуйте. Здравствуйте. Да. Валера, как вы думаете, что у меня в руках? Я так думаю, диски, наверное, которые вы принесли нам в подарок. Это подарки, да. Я пришла не с пустыми руками, хочу вот вам подарить наши диски, Чудесно. аудиоальбом и видео. Да? Да, с нашего юбилейного концерта. Чудесно. Будет интересно. Зульфия Валиева – заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса театра имени Карима Тинчурина, солистка популярной группы «Зуля-ля». Родилась в Казани, окончила Казанскую государственную консерваторию по классу хоровое дирижирование и театральное отделение Казанского государственного университета культуры и искусств по специальности актерское мастерство. На 5-м республиканском театральном фестивале Зульфия Валиева была удостоена премии за лучшую женскую роль за образ Сарвар в спектакле по пьесе Тинчурина «Угасшие звезды». Итак, что мы будем сегодня готовить и самое главное пробовать? Валера, сегодня мы будем готовить губадью. Тесто я приготовила и принесла с собой. Вот оно уже готово, оно уже ждет, пока с ним начнешь колдовать. Я хочу сказать, что губадья, многие боятся этого блюда. Думают, что оно очень сложное, такое, да, вот и хозяйки не сразу приступают, чтобы научиться это готовить. Конечно. Я тоже признаюсь. Не Сначала сразу, да. опасался. Сначала, да, я сначала готовила лишь на пресном тесте, а это все-таки дрожжевое, надо это все освоить. Что хорошо, что начинка этого пирога, она вся готовая уже. Там отваренные яйца, отваренный рис, изюмчик и корт. Конечно. Все, это только вот нетрудно. Понятно. Быстрее нужно ставить яйца. Быстрее? Быстро, потому что тесто не ждет. Быстрее. Быстро ставим яйца, вариться. Яйца Вот 10 так вот. штук. Так, рис нужно промыть 2 раза в холодной воде, 1 раз горячий. И ставить в воду, воды должно быть в 6-7 раз больше, чем самого риса. Вот это секрет. То есть это чтобы такой вот получился маленький секрет, да? Маленький секрет, да. Губадья – праздничный татарский свадебный пирог, характерный для кухни городских казанских татар. Это пирог с многослойной начинкой, включающий рис, сухофрукты, яйца и корт. Особенностью является то, что начинка, в отличие от других пирогов, в губадье не смешивается, а располагается слоями. Считается, что если девушка может приготовить губадью, то она хорошая хозяйка. Рис готов, промыт. А теперь мы его положим в кипящую воду. А воду нужно слегка подсолить. Так, изюм у нас замочился, чтобы он немножечко у нас набух. Изюмчик готовится. Как тебе? Нормально? Изюм хороший, да. Отличный. Так. Вот у нас есть, изюм есть. Масло сливочное. Масло растопить. сливочное надо растопить, да? Да, растопить. Смотри, Не, какая. красиво. О, ты думал, я тебя плохому не научу. Да, это цептор. Цептор. Кто тебя учил готовить? Валера, вот ты только что сказал о том, что рецепты передаются из поколения в поколение, да? Я могу смело себя назвать бабушкиной дочкой. Ага. Я росла с бабушкой. Она меня научила всему. Я умею вязать, я умею готовить, вышивать крестик. Да. В общем, поэтому и пироги, и тесто, все. Ну, у меня очень хорошо готовит мама. Мама готовит хорошо. Конечно, когда я росла, родители были всегда заняты на работе, а бабушка была всегда дома со мной. И вот она меня научила создавать уют дома. Образ татарской женщины неразрывно связан с предназначением быть хорошей женой и хозяйкой. На ней лежит очень много обязанностей. На ней и кухня, и поддержание дома в чистоте и порядке, и воспитание детей, и забота и помощь мужу. По традиции татарка-мусульманка не могла появляться в обществе с непокрытой головой. Отсюда и широкое многообразие головных уборов типа платков и покрывал. И самое главное, Валера, вот то, о чем мы с тобой забыли, надо, конечно, обязательно собирать волосы. Сейчас надену. Так,
Ага, ну все. Знаменитая, тебе ты не только заслуженная артистка Да. республики Вот Татарстан, но и Опрятная, знаменитая. красивая мусульманская девушка. Зульфия, когда-то три наших замечательных писателя, Овидий Горчаков, Григорий Поженян и Василий Аксенов, написали детектив «Джунгли неприкасаемый». Очень известный детектив. Для того, чтобы он продавался лучше, они придумали псевдоним, состоящий из 3 своих имен и фамилий. Он у них назывался писатель Гаривадий Гарпажакс. Что вы говорите? Да. Книга начала расходиться прям такая. Да вы что? Да, маркетинг. Вот. Я подозреваю, с трио Зуля-ля было что-то подобное. Да. И мы работали целый год без имени, когда уже образовались. И нас по именам. Зульфия Валеева, Ляйсан Закирова, Ляйсан Махмутова. Это очень длинно, очень долго. Обычно они любят объявлять так много. Надо как-то коротко. И нам предлагали, девочки, ну давайте как-нибудь, давайте вот Чак-Чак назовем. Национально, да? Чак-Чак сладко. Да? Чак-Чак красиво. Ну все любят Чак-Чак. Да, все. Потом говорит, вас надо назвать Шпишмак. Шпишмак это же треугольник, 3 угла. Вроде бы настроя. Шпишмак опять-таки вроде по-татарски. У нас национальная же группа татарская. Ну вот что-то как-то нам не нравилось. Ну конечно, не нравилось. А потом где уже, поешь? значит, Шпишмаки? да, Шпишмаки, да, как-то что-то не очень, да. Мы думаем, надо, чтобы звучало музыкально, чтобы это было нежно, как-то по-девичьи все. И вот как-то вот у нас так все это пришло. Ля-ля-зу. Ля-зу-ля. Не звучит. Зуля-ля звучит. Получилось музыкально. И это, оказывается, мы посмотрели в имени в списке арабских имен. Зуля-ля есть, значит, девичье такое имя. А, вот так. Да, и поэтому так музыкально и по-девичьи. И вот и пошло. Группа «Зуля-ля» – один из самых популярных, красивых и качественных проектов современной татарской эстрады. Образована в 1998 году. В группе 3 солистки – Зульфия Валеева, Ляйсан Махмутова и Ляйсан Закирова. Первый сборник «Девичья душа» настолько полюбился народу, что группа стала лауреатом фестиваля татарской эстрадной песни «Татар-жиры-2002». Трио «Зуля-ля» является лауреатом многих российских международных конкурсов и фестивалей. Рис готов. Рис готов. Рис готов, его нужно чуть-чуть посолить. В губаде все-таки должно присутствовать вот немножечко Солоновато. соль нужна, потому что без соли я немножко вот сейчас мы Но посолим. соли немного, да? Ну, немного вот так раз посыпали, перемешали. Так, и еще в рис надо будет добавить, вот сейчас мы чуть-чуть маслица. Небольшое количество, 1 ложку. Ну, пока 1 ложечку, да, а потом мы будем это все добавлять, когда уже на пироги. В процессе готовки. Так, некоторые хозяюшки смешивают рис с изюмом. Сразу да. Сразу же, да. Но мы будем делать, так как губадья это многослойный красивый пирог, в разрезе должно быть прям вот слой за слоем. А, эстетическая такая еще. Ну, конечно, конечно. Вообще пирог готовили на свадьбы, на праздники на татарские, когда свадьбы. Готовили, значит, ставили мед на стол, делали чак-чак, баурсак, все сладкие блюда. И в Губаде тоже сладкое блюдо, видимо, как-то вот подсластить, чтобы молодым. Ну, чтобы у них жизнь была приятная и чтобы сладкая. Чтобы им, так сказать, Поэтому дальше Губадья получше это было, большой, праздничный, свадебный даже пирог, я бы сказала. Песни вы сами себе пишете? У нас есть авторские песни, у нас есть... Изначально, я хочу сказать, надо просто отдать дань Ляйсан Махмутовой, которая все-таки вот идея-то была ее, собрать наш коллектив Ляйсан Махмутова. И она уже до того, как мы образовались, она выпустила свой авторский альбом со своими песнями в сольном исполнении. Здорово. И после этого у нее вот возникла идея, она была заражена тем, чтобы поднять татарскую эстраду немножко на такой вот... более зарубежный высший, уровень, да, более даже высший мировой. уровень. Ну, тогда еще были вот эти все Spice Girls, были девочки, там все. Ей хотелось, чтобы вот на татарской сцене выходили девчонки такие, конечно, знаешь, ну, вот конечно. упал, отжался, там, Да, раз, ну что же, движение, все. ну что же у нас этого нет, что ли? Да есть же круто. все это. И ты понимаешь, если посмотреть наше первое выступление, мы были в черных очках. Ой. У нас были брюки такие, значит, тогда клеш были, кстати. Клёши? Да, ну это было сколько, в 98 году, Я получается. помню. Я сам Да? жил в это время. Ну вот, в общем, когда мы появились на конкурсе «Сандугач 98», это традиционный татарский конкурс татарской песни, и туда мы были приглашены, Ляйсан была приглашена туда одна, как автор-исполнитель. Но она рискнула и взяла, значит, нас с собой. Мы сделали 2 песни. Одна песня называлась «Санбой». Как тебе для татарского название? Прекрасно. «Санбой», Старая татарская. «Sunboy, come to me», «Sunboy, come to me». В общем, там были английские вставочки в песню. В общем, было вот как круто все. И реакция зрителя, когда мы спели эти 2 песни, мало того, мы поем, там вставляем какие-то английские слова,
все это звучит на трехголосие, таким эстрадным вокалом, да. Мы еще что-то там на сцене двигаемся так, знаешь, необычно. Не просто вот как там встал, вышел, спел, тут баянчик рядом, там синтезатор или еще что-то. И вот когда у нас закончилась песня, вот буквально люфт секундная была вот такое затишье. А потом, в общем, вот и как-то пошло. А теперь мы не санбой, а теперь мы поем татарские народные песни в современных обработках. Здорово. Вот так вот. Нам что-нибудь покажешь? Вообще, конечно, я хочу сказать, что я мечтала стать оперной певицей. Правда? Соловей, мой соловей, голосистый соловей, соловей, соловей. В общем, мечта была изначально такая. Это, конечно, не эталон. Это не эталон, но для актрисы драматического театра хватает. Хватает, и слава богу. Поэтому получилось... Ну, тебе в театре пришлось петь или все? Ну, конечно. В театре мне очень повезло в театре, потому что я исполняла такие роли классические, которые просто даже не снятся некоторым актрисам татарским. Это «Угасшие звезды» Карима Тинчурина, там главная героиня Сарвар. Это одна из моих самых любимых ролей, наверное, которую я буду вспоминать до пенсии, писать в мемуарах. Почти 10 лет этот спектакль шел на нашей сцене. И «Башмачки». «Башмачки» это вообще оперетта. И эти «Башмачки» Тазик Гизата и Жавдет Файзи. В драматических театрах вообще не ставили. Ставили только в оперном театре «Башмачки». Да. А вот в нашем театре мы пошли, так сказать, режиссер не побоялся взять этот спектакль и поставить почти оперетту в театре. И я как бы реализовал, наверное, свою эту мечту. И там немножечко попела так по-оперному. Я с детства была целеустремленным ребенком. Была такая гордая, самостоятельная. И когда я поступила в 1 класс, я почему-то всегда просила родителей инструмент. Мне нужно было пианино. Пианино, папа говорил, дорого. Пианино дорого, значит, отучилась 1 класс, уже 2 класс начался, а я все не хожу в музыкальную школу. Это как это так? А мне так хочется пройти в музыкальную школу. И тут по возвращении домой я смотрю, значит, у нас висит объявление. На подъездной двери висит объявление, написано. Уже декабрь месяц, полгода, ну как бы уже несколько месяцев прошло от начала учебного года. Написано «Дополнительный набор на баян». Мне уже, без разницы. Думаю, у нас дома есть баян, папин баян. Понимаешь, не нужно покупать ничего. И, значит, я вечером со слезами, я говорю, мам, пап, ну там вот дополнительный набор, ну пойдемте. Где? Спустились, посмотрели. В Кировском районе. Мы живем в Московском районе, вот магазин юности. А тут Кировский район. Это очень много, 10 остановок ехать. Я говорю, ну как же это далеко? Я говорю, да мне все равно, я буду ездить, отдайте меня на баян. И мы с мамой поехали в музыкальную школу, там был конкурс. Очень много пришло, значит, родителей с детьми. И, естественно, тогда это был какой 82-й год, 83-й. Пугачева в разгаре. Все, мне это так нравится, все это. То ли еще будет, я знаю все ее песни, значит, все. И тут, когда стали меня прослушивать, естественно, я тут развернулась. Во всей красе спела там 2-3 песни Пугачева, меня не останавливают, я пою. И когда все закончилось, объявили всех, сказали список, значит, поступили такие-то ребята. Меня в списке нет. И тут директор мне скажет, говорит, а вот Валееву прошу остаться. Вместе, значит, мы остались. Ты как Штирлиц? Нет, я испугался, и мама мне говорит, наверное, что-то не то сделала. Как-то, ну что тут опять у тебя что-то не то, там все. Я стою, молчу, думаю, что ж такое? Он говорит, ну, у вашей дочери есть слух. Мы предлагаем вам не на баян, а на фортепиано и на хоровое дирижирование. Причем предложили сразу 2 факультета. Ты подпрыгнула вот выше потолка? Я не подпрыгнула, я просто сказала, да. Мама говорит, ну, козамка, повезло, говорит, тебе. И, в общем, вынуждены были родители купить мне инструмент, кредит за 755 рублей тогда. Да, 755. Казань, наверное. Да, и как бы мне потом уже в 3-4 классе не надоело все это дело, гаммы, я уже не имела права бросить это дело. Сахарный песок, мука и сливочное масло. И получается вот такая вот приятная, вот такая посыпушечка. Можно я попробую? Попробуй. Вот так вот, да? Ну как? Какая мягенькая, да? Мягонькая, нежная такая. Неожиданно. Смотри-ка ты. И вот если есть время, если ты не торопишься никуда, то вот это можно делать так долго. Долго? И, знаешь, вот то есть это ты медитируешь так это иногда? медитация, да. Так. С этим мы разобрались. Все нормально. А теперь давай яйца нужно натереть на мелкой терочке в отдельной посуде. И у нас будет уже все готово к тому, чтобы составить, так сказать, наш этот калейдоскоп. И все, мы приступаем к тесту. Нас уже долго ждет. Вот, отходит от краев. В общем, тесто считается готовым, когда оно так хорошо, легко отходит от посуды и от рук отстает. Видите? У нас замечательно получилось тесто. Здорово. Значит, мы готовим для хороших людей.
Обычно вот это индикатор своего рода. А, мы же забыли. Самое главное, мы же забыли о чем. Губадья-то. Как выяснилось-то оно, губадья-то. В деревнях-то ее не готовили. Да. Вы знаете об этом, Валера? Нет, первый раз слышу. Губадью стали готовить казанские городские татары. Я бы даже сказала, богатые, зажиточные татары. В деревнях делали то, что есть под рукой. Ну, конечно, вот, картошка, как правило, да, мясо, из того, что было под да, рукой. все свое. Если нужно Поэтому зачем-то ехать в город, то уже это как бы раз в жизни, может, сделаешь и все. Да? Происхождение этого блюда, ну, То есть вот губадья такая городское городские происхождение. татары. Сейчас нам нужно поделить тесто пополам на две части. Делим тесто на две части. Одна часть должна быть чуть поменьше, это для верха. Да? Это я вам говорю. Конечно, конечно. Ну, И, можно и конечно, туда. для наших уважаемых зрителей, В конце концов, мы же для которые с зрителей. удовольствием смотрят эту передачу. Да? Спасибо. Спасибо. Так, в общем, и сейчас мы сделаем такой правильный круг. Валя, посмотрите вот на меня, да, сейчас я вот, иногда тесто, когда раскатываешь, оно получается такое кривое, неправильно, да? Немножко, вот да. секретик, вот его тесто так сделал, да, и середины ладошечки вот так вот. Вот так И видишь, оно уже как-то вот уже стало кругленькое, как солнышко. Здорово. Ага. Вот, а теперь нужно взять скалочку и раскатать. Как ты относишься к фразе, что путь к сердцу мужчины лежит через желудок? К своему мужчине ты так подбирался? Да, хорошо сказал. Хорошо сказал, что я подбиралась. Вот, как ни странно, получилось как раз наоборот. Хотя говорят, что все-таки не мужчина выбирает женщину, а женщина выбирает мужчину, да? Ну, говорят, у что нас браки было немножко- заключаются на небесах. Это, Да. это точно, это вот совершенно точно я могу сказать. Как бы я ни сопротивлялась стать женой своего мужа. Ничего у В тебя не общем, вышло. он так выстроил тактику хорошую, там, почти в течение 2 лет, наверное. Да, если я даже не подозревала, что меня просто вот завоевывает медленно. Я, в общем-то, человек непростой, на самом деле. Честно, если сказать, Нет, я непростой. заметил. Ну, много там, Да. всего как бы, Такой, да? как у Губадьи, слоев. Прям невероятное количество. И все разные. И Ага. вот знаешь, вот это мое качество готовить, может быть, отчасти муж, наверное, живет рядом со мной, может быть, даже потому, что он вкусно кушает. А вообще готовить я люблю. Мы сейчас помажем нашу сковородочку маслицем. И вот крыло мне очень нравится. Гусиное крыло. Это мне напоминает на спектакль «Угасшие звезды», там все связано с этим, Сгущенный. с гусиным крылом. Там песня «Паспаната» называется. Паспанаты, подкатула, паспанаты, ваклула. Грустная песня, кстати, тоже песня городских татар. Когда мы делаем из пресного теста, раскатываем тесто для мясного бяляша или для другого пирога, обычно, значит, мы раскатываем тесто так, чтобы оно вот так свисало за края сковородки. Даже многие хозяюшки, они вот так скручивают полотенце вокруг сковороды. Да. И чтобы тесто не обрезалось об края сковородки, оно, значит, придерживается на большое. И потом его, когда вот закрывают, его складочками складывают. А для сладких пирогов, для маленьких пирогов обычно тесто нужно раскатывать так, чтобы это вот поднималось именно вот на высоту сковороды. И Так, все, вот не так вот, больше, да? не больше. Не больше, чтобы не было этих густых складок, чтобы тесто было вот именно в меру, как надо. Вот мы раскатали, Маленький нюанс. маленький секретик, да, маленький раскатали, сейчас мы попробуем это все уложить. Ну, получилось? По-моему, да. Валера, в общем, смотри, сейчас мы будем делать секретик. Обычно, конечно, самым первым слоем у нас кладется корт. Корт. Корт это что? Это Корт? творог. Это фактически творог. Творог с сахаром, который долго варится. И получается вот он примерно такой. Ну, творог Но с перед тем, топленым как положить молоком, корт, да? перед тем, как положить корт, чтобы у нас вот эта вот нижняя часть, она не промокла, нужно немножечко туда кинуть риса. Вот мы рисом сейчас покрываем все это. Вот. Достаточно. Теперь Здорово. корт. Мы на этот корт поливаем чуть-чуть маслица. Какое количество? Ну, немного. Где-то ложечки 2-3, наверное, польем, потому что потом еще мы на рис все это будем. Вот так красивенько. Ой, здорово как. Так, теперь мы кладем рис. Кладем рис. Давай. Так, ложечка. А правую руку? Рис. Он тоже укладывается, естественно, таким же вот Ну, слоем, слоем. как бы, но потолще уже, да? Чуть-чуть потолще, но надо так рассчитать место, чтобы осталось и для яичек тертых, и для изюма.
Мы сейчас на рис должны полить маслица. Обычно на большой пирог где-то получается 10-12 ложек. А вообще сочетание интересное, согласись? Вещи, которые не должны быть, по идее, сочетаться. Вроде бы сладкий там рис, изюм сладкий, вдруг яйца, которые только с солью обычно. Нормальные люди едят соленые, да? Странный такой, как бы. Вот это же надо было придумать. Интересно. А в общем-то губадья, она популярное блюдо. Не только у нас. А, вот так вот? Да, да. Любят его, знают об этом блюде, на самом деле. То есть ты вот это из твоего опыта, ты поездила, и ты знаешь, что губадью там готовят. Да, а ты где-нибудь встречал губадью? Вот интересно, у вас есть пирог, вот такой, знаешь, вот что-то там вот такое, там, я говорю, там изюм, яйца. Да. Слушай, вкусно. Губадья. Тесто 800 граммов, корт готовый 400 граммов, рис отварной 1 килограмм, изюм или другие сухофрукты 250 граммов, яйца 10 штук, масло сливочное или топленое 350 граммов, масло для смазки сковороды 50 граммов. Валя, давай перейдем к изюму. Да. Ну давай, изюмчик. Прям так, да. Тоже так же слой изюма выкладываем. Мы сейчас делаем крышечку из теста, да? Да. Она делается Тесто примерно у так нас- же, наверное, как и подложечка, нет? Она, ну да, так же, но Только можно потоньше. потоньше, да. Ой, ты слышишь, как приятно с тестом. Да. Вообще. Валерия, вы можете определить на глаз, вот есть уже диаметр сковородки или нет? Конечно. Есть? Я ведь еще когда-то работал конструктором. Правда? Да. Ну, вот тебе пригодится наш Да, вот профессиональный. Да, есть. Есть? Да. Ну все, бисмиллах рахмани рахим. Так вот. Валера. Да. Да. Ну, молодец, молодец. В 2 руки, то есть в 4, получается, руки мы делаем так. Вот это тесто мы вот так подбираем. А в 3, в 6 рук ты, наверное, делаешь. Понимаешь, оно уже само просится, чтобы его вот так вот, видишь, как оно тут хорошо. Ты попробуй. Я никогда этим не занимался. Нет. Чего? Сильнее, не бойся. Сейчас я научу делать у вас такую вещь. Косичка красивая, да? Смотри. Вот пальчики, вот они, да? И ты просто указательный палец все время вот так. Щипаешь как. Щипаешь, смотри, что получается. Шлеп. Ну, посмотри, Да, как? прям Нравится? сюда. Попробуешь? Конечно. Давай. Не знаю, получится ли. Не торопись. Не торопиться. Ага, так, один. Так. Не Вот бойся, так, да? погружай пальцы прям в тесто. Прям в тесто. Да. Вот, видишь, уже хорошо. Вижу. Ну, отлично. Пошло дело? Ну, Я слушай, быстро строить, наверное, не смогу. Нет. не Способности надо? на лицо. Здесь нужно делать вот вилочкой или ножичком вот такие дырочки, для того, чтобы внутри не набирался воздух, и вот эта верхняя часть теста, она не поднималась. Вот. Понятно? Чтобы пузырьков Всё, не было, да. да, вот эти пузыри? Так, мы сделали вот дырочки вот такие, да? Красиво. Да. Крошечка. Все, посыпаем крошечкой и отправляем. Еще один момент скажу. Мы сегодня пирог готовили долго. Если ты его делаешь быстро, да, нужно перед тем, как его отправить в духовку, где-то минут 20, дать ему отстояться, чтобы тесто еще раз чуть-чуть поднялось. А, да? Да, Вот так. это такой секретик. Ну, посыпаем вот так. А, вот так вот. Да. Тогда и я тоже, да, могу? Конечно. Только старайся, чтобы комочками не падало, а было так равномерненько все. Наверное, достаточно. Да. Вот это настоящая губадья. Температура выпекания где-то 150-180 градусов. И все это будет запекаться где-то минут 40-50. Хорошо. Отправляем в духовку. Отправляем. Горяченький. С него жару. Ну как? Мне кажется, очень красиво. Не Да, знаю, мне как тоже нравится. нашим телезрителям. Удался. Но здесь еще и аромат присутствует. Совершенно бесподобный. Попробуем. Как режется губадья? Губадья режется. Можно на рушнике вот так немножко подвигать, если надо. Все. Ну, в общем, мы сначала нарежем пополам. Так. О, с таким характерным хрустом она Да, разрезается. приятно. Готово. Ну что, давайте попробуем это достать. Давай я. Сюда вот эту. О, хорошо. Ой. Ой, красиво. В общем-то, глядя на него, мне он нравится. Вот так вот чисто смотреть. Ну, очень волнуюсь, какой он получился на Да? вкус. Можно я первый попробую? Давай. Да? Как пробуют губадью? Ложечкой Вот или берешь прям... куском и... Ам! Прекрасно, слушай. Да? Нормально. Вкусно? Ну, Приготовление губадьи.
Замесить дрожжевое сдобное тесто. Дать тесту подняться. Подготовить продукты для начинки. Замочить в горячей воде изюм. Отварить рис до полуготовности. Натереть на терке сваренные вкрутую яйца. Тесто разделить на 2 неравные части. Чтобы дно губади не получилось мягким и влажным, на тесто сначала положить тонкий слой риса, затем слой корта, потом снова отварной рис. Обильно полить рис растопленным сливочным маслом. Далее выложить слой измельченных яиц, а сверху слой пропаренного изюма. Начинку накрыть тонким слоем раскатанного теста. Верх губади смазать маслом и посыпать крошкой. Выпекать при температуре 180 градусов Цельсия примерно 40-50 минут. Ну, а мне остается только добавить, что сегодня один из секретных рецептов открывала для нас заслуженная артистка Республики Татарстан, актриса театра имени Тинчурина, участница трио «Зуляля» Зульфия Валеева. Hem faydalı